24 января 2012 года в Лондоне закончил земную жизнь Равиль Бухараев, поэт, прозаик, публицист и мусульманский просветитель. Теперь, 5 лет спустя, для близких и друзей, для почитателей таланта начинается привыкание к жизни без Равиля Раисовича Бухараева. Начинается осмысление его непростой жизни и богатого творчества. Что, скорее всего, не передача при контактах, это кровная передача. Я слушаю, я, конечно, просто поразительно сейчас, что у меня происходит в голове. Я узнаю, конечно, я не пытаюсь там показать, что я себя сама представляю, но вот эти все качества, которые вы описываете, я узнаю в себе. Просто, мне сейчас 30 лет, 34, и у меня сейчас жизнь очень меняется. Я наконец-то прихожу к тому, что я на самом деле хочу. И я вот сейчас и отца я начала читать. Я все перечитала, когда он дарил мне книги, все. Тогда, во сколько мы начали общаться, мне было 16 лет. Так вот близко уже каждый день, конечно, но каждый приезд, везде он со мной, всегда переписка, все. Тогда для меня показалось сложновато. Честно говорю, что я читала, какие-то произведения были интересны, какие-то показались сложными. Я осилила все, но не смогла осознать. Сейчас я читаю, и, конечно, я поражаюсь. Во-первых, я поражаюсь, узнаю свои мысли, вплоть до того, что я постоянно говорю «ибо», «отныне». Все это у него там написано, что если я перестану говорить эти слова, то это буду не я. И если я их не говорю, значит, я подстраиваюсь. Иншалла еще. Да, иншалла это да, у него. Я помню, у меня вот иншалла это в детстве, потому что я говорила, что, папа, мы с тобой поедем там через неделю, куда договорились. Он говорил иншалла. Я говорю, что значит иншалла? Ты договорись со мной, точно или нет? Это означает маловероятно. Нет, он как бы... Я хотела просто на секундочку только, когда в Москве мы начали показывать фильм, а он не идет, вот никак никакой формат не воспринимается. И у меня начинается паника, он говорит, успокойся. Отошел, что-то там почитал, сейчас все будет нормально, сейчас все будет хорошо. Через 5 минут все заработало. То есть вот какой-то энергетику. А у меня в Париже так было, фильм не запускается, никак, все. никак. Это он. Никак вот Да? это не Это он запускается. Да, все я форматы сама перепробовали. отошла как, думаю, мысленно, и запустился. Нет, это делает он и поразительно. Вот то, что касается мистики, меня называют ведьмой. Я точно могу сказать, у меня то, что мысли материально сбываются, это, я чувствую, что способности эти есть, просто я как материальный человек, родившийся при коммунизме, вообще считала, что это все бред, и мне все это кажется. Но это есть. И то, что отец сейчас присутствует, он меня очень поддерживает во всем, что если это я тоже очень хорошо чувствую, на самом деле это есть. И вот мистические способности, и желание спасать мир. Просто я тоже закончила физико-математическую школу, потом закончила экономический факультет, но я психолог. И я всегда думала, у меня же нет образования. Сейчас я понимаю, мой отец, у него тоже не было этого образования. Я поняла это только сейчас. И то, что я могу заниматься любимым делом. Ты гуманитарий или математик? Я математик по образованию. У меня, во-первых, мама и папа. Мама вообще высшую математику преподавала, папа тоже математик. И математику я люблю. И я в психологию ее вставляю на самом деле. Вот это то, что параллельные линии пересекаются в эвклидовой геометрии. А мне эвклидовая не пересекается. Стоило в бизнес пойти, а? Это потом. Компьютером еще. Нет, все потом, на самом деле. И папа мне тоже говорил, он очень ждал моего 30-летнего юбилея. Он говорил, что это для него был самый важный юбилей, это 30 лет. Переломный момент в его жизни. Он не дожил как раз-таки полгода буквально. Он очень ждал и готовился к нему. И он говорил, у тебя будет потом все по-другому после 30 лет. И его слова оказались пророческими, действительно. И сейчас вот во всем его творчестве я вижу поддержку себе, потому что я, конечно, говорю о себе, но я, наверное, тоже в какой-то степени произведение, как бы это ни было. Я не литературный критик. Я читаю то, что мне нравится, не читаю то, что мне не нравится. Я не оцениваю особо. Я все с точки зрения психологии смотрю. Я узнаю своего отца. Читая это, я узнаю его как человека, прежде всего. Я пытаюсь его понять. В основном в нашем общении он слушал меня. Он хотел во мне увидеть себя, я это понимаю. А вот как ты думаешь на эту тему, как ты думаешь на эту? А друзья, а мир, а вот что? Он не так много говорил.
На самом деле он рассказывал, конечно, делился, но в основном он слушал меня, ему была интересна я. Я, сейчас, конечно, тоже глубоко жалею. Первое время, поскольку он появился поздно, в 16 лет, и первое время я, может, в чем-то чуть-чуть обижалась, в чем-то еще что-то. Мы всегда общались по-доброму, но насколько он мне интересен тоже, я начала понимать уже где-то в году 2009, уже мама, когда умерла, мы с ним очень близко поговорили после ее смерти. Я ему высказала то, что я считала нужным. Он мне в ответ тоже высказал. И после этого у нас изменились отношения кардинально. Просто кардинально. У нас семимильными шагами началось общение. И его было так мало, на самом деле, 3 года. Я читаю последнюю нашу переписку. Это уже искренне папа, доченька. До этого все равно как-то я вела себя чинно, старалась чему-то соответствовать, может быть. Ему чего-то ждала непонятного, но хотя бы 3 года нам судьба дала, конечно, пообщаться очень искренне. И для меня, конечно, был огромным ударом в смерть. Просто таким ударом в спину. Я даже, наверное, не знаю, что я так переживала сильно в своей жизни, потому что я только-только его обрела. И есть ощущение несправедливости. Это было, наверное, первый раз в жизни. Я человек, который всегда считает, что все происходит верно, все происходит к лучшему, и все мне на благо, и все, как бы то ни было. Но это первый момент, который меня выбил. Я правда, несправедливо и все. Но тоже потом достаточно быстро, конечно, пришла в себя и поняла, что, значит... Но это испытание специально. Да, значит, так оно и должно было быть. И что он успел сделать, конечно, очень. То есть объективно глядя, можно сказать, что он прожил очень большую... Так и он вложил в то, что он успел, он все... И самое поразительное то, что я всегда говорила, мне все друзья поражались, всегда все хотели куда-то уехать. Я говорила, я не хочу никуда уезжать. Я хочу, чтобы мой дом всегда был в Казани. Тут моя родина. Вот это мой патриотизм какой-то дичайший, непонятно откуда произрастающий. Вот именно, нет, это наша страна, нет, это вы что, это наша родина. Я хочу, чтобы у меня был дом в Казани. Но, конечно, была возможность везде путешествовать. Возможно, я хочу полгода пожить там, узнать этих людей. Год пожить там, но дом у меня в Казани. Я не хочу никуда переезжать. Он так же и говорил. И я сейчас вдруг это начинаю сравнивать, потому что я никогда не пыталась этих параллелей провести. А сейчас я понимаю, откуда это все. И нашно, и там как психолог я должна сделать так, чтобы именно российская психология, там татарстанская, мы же такой сильный народ, мы должны это все. А почему у нас там? Опять похоже, откуда эти ноги растут, я сейчас только понимаю. До этого я, как-то не связывала, я на маму похожа, на маму, папу, он, конечно, великий человек, я не связывала, мне очень полезно то, что сейчас происходит для меня самой, потому что самоосознание наше, она, для девочки, говорят, с отцом, это связано, безумное количество. Я как-то в этот момент понимала, что есть он, есть я, но нашей общей не успела. Тогда при его жизни не успела, я сделала это сейчас. И сейчас я на самом деле полностью всемирно ощущаю себя его дочерью. Я ощущаю нашу очень сильную связь. Так получилось, что это примирение, эта близость, она произошла после его смерти. Мне пришлось доделать это самой. Но без этого я бы просто не состоялась. Он говорил. Я знаю, что он меня очень любил, я это все знаю, но я была молода, я еще не была способна это понять, это принять. Да, я тоже его любила, я тоже его очень люблю. И почему любил? Когда человек умирает, мы не перестаем его любить, он не перестает. Эта любовь никуда не девается. Не перестает быть, да, она никуда не девается, отношения остаются те же. Более того, они продолжают развиваться. Несмотря на то, что его нет, наши отношения продолжают развиваться. Причем сейчас они развиваются бесконечно быстро. И когда я наконец-то поняла, чем я хочу в жизни заниматься, наше единство стало еще больше и более сильным, потому что я всецело ищу его поддержку на самом деле. И изучая его, понимая его творчество, понимая все, что с ним происходило, я, конечно, сама очень сильно расту. Мне это очень нужно. Я без этого просто не смогу. И его масштабность его личности тоже я начинаю осознавать полностью. Закажите туда мне билет, где и духа моего уже нет, где и ссор уже вымели из угла, где и память обо мне изошла. Закажите билет мне туда, где сидеть взялась моя борода, где шумели так бездумно сады, где пропали неразумно труды.